Знаниями правил дорожного движения учащиеся Плиевской второй школы могут похвастаться, начиная с первых классов. Как правильно переходить дорогу и на какой сигнал светофора школьников учат практически с первых занятий. Надо быть осторожным. Если машина едет быстро, надо подождать, пока она проедет, а потом уже перейти дорогу. Чтобы не сбила машину, надо посмотреть. Если нет светофора, надо сначала посмотреть налево, а потом направо. Хадижа Ажигова правила поведения на дороге знает на зубок. Путь от дома до школы 15 минут, которые ежедневно школьница преодолевает, переходя 3 оживленные улицы. Нам рассказывали правила на уроках, и в книжках тоже есть правила, все правила дорожного движения. Нам было задано учить все правила и пересказать их. И из этого я выучила правила. Правила я еще знала до этого. Инициаторы познавательной акции «Юный пешеход» – активисты Комитета по делам молодежи, которые вместе с инспекторами ГИБДД посещают школы и проводят с детьми такие занятия. Акция проводится с целью воспитательной работы с детьми, чтобы они правильно переходили дорогу, чтобы знали, на какой свет переходить дорогу, по каким участкам дороги переходить дорогу и, соответственно, в какую сторону смотреть при переходе автомобильной дороги. Статистика в стране свидетельствует, число дорожных происшествий с участием детей, как правило, возрастает в первые месяцы нового учебного года. В республике, по данным ГИБДД, детский травматизм идет на спад, но цифры все равно не радуют. Что касается детей-пешеходов, у нас, к сожалению, погибло 2 детей, которыми являлись пешеходами. Остальная часть детей, которые пострадали в ДТП, это дети-пассажиры. Что это говорит о чем? О том, что дети находятся на проезжей части без присмотра взрослых, то, что детей переводят в недетских удерживающих устройствах, позволяет себе перевозить детей на передних сиденьях по 2 и более детей, но, к сожалению, приводит сегодня к травматизму. Стоит помнить, безопасность зависит от каждого участника дорожного движения, будь это водитель или же пешеход. Детям еще раз напомнили, что безопасность каждого участника дорожного движения в его руках. А переходить дорогу надо там, не где удобно, а там, где разрешено. И в первую очередь, где безопасно. Руслан Албогачиев, Магомед Урусханов, Новости 24.